Уважаемые господа председатели, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, старые друзья, новые друзья, когда мы сейчас закрываем эту дискуссию, это действительно очень важно, поскольку будущее, как мы будем его менять, является частью нынешней дискуссии. Я хотел бы еще раз подчеркнуть некоторые вещи, которые я упоминал в своих предыдущих докладах несколько дней назад. Велика важность следования протоколу и лечение в специализированном центре, который имеет соответствующие ресурсы. Вот эти вещи нельзя отрицать. И это старый слайд, но я все же полагаю, что он по-прежнему очень актуален. Важность сотрудничества, коллаборации на всех уровнях. В каких-то клиниках по-прежнему есть какие-то врачи, детские онкологи, кто лечит тот же самый диагноз, но совершенно по-своему. И эта ситуация, конечно, должна же измениться. Сотрудничество на местном, региональном, национальном и международном уровне является существенно необходимым для того, чтобы мы могли двигаться вперед. Я думаю, вот это крайне важный слайд. Вот здесь у нас неизбежный разрыв выживаемости. Вот здесь новая наука, молекулярная биология, специальные таргетные препараты, улучшение диагностики и применение прецизионных механизмов, как мы надеемся, сократит этот неизбежный разрыв выживаемости. Вот в этом роль сотрудничества и специальных исследований, когда исследуются определенные вопросы лечения. Но вот этот разрыв выживаемости, который мы можем сократить сейчас и предотвратить сейчас, это можно сделать и нужно сделать сейчас. И это, конечно, зависит от того, какие ресурсы есть в расположении. И даже в странах более высокого уровня дохода все же есть разрыв выживаемости, который можно было бы предотвратить, когда нет соответствующих политик, которые приняты. Например, каждая клиника должна иметь специальную политику по лихорадке и нейтропении. Каждая клиника должна пытаться сократить время, когда пациент дебютирует с лихорадкой антибиотика. То есть это у нас те разрывы выживаемости, которые можно было бы предотвратить. Вот, пожалуйста, здесь перечень этих. И каждая клиника должна работать над тем, чтобы постараться посмотреть на каждый из этих критериев и посмотреть, насколько они могут достичь системных изменений. Конечно, смерть из-за токсическая смерть является очень важным, часто встречающимся явлением в развивающихся странах. И если мы сможем сократить этот показатель, конечно, мы окажем огромное влияние на этот процесс. Я уже говорил в предыдущих дискуссиях об адаптации протоколов. Не все могут проводить высокотоксичную, сложную терапию, которую делают некоторые страны. Приходится адаптировать протоколы, которые будут соответствовать имеющимся у вас ресурсам. Вы должны лоббировать тому, чтобы в так называемом утвержденном ВОЗом перечень ВЛС включал это. Хочу еще раз подчеркнуть, необходимость поддерживающей терапии. Это также важно для выживаемости, так и терапии. И, конечно, мы должны показывать чувствительность к культуре в отношении того, как мы будем проводить такие изменения. Я не могу переоценить важность продолжающейся оценки. Изучайте ваше нынешнее положение. Важность, например, данных, не просто регистров, а данных вашей нынешней ситуации, понимания того, что вы сейчас делаете, что у вас есть, а затем попыткой что-то сделать по-иному. Нынешнее состояние сопоставляется с желаемым, важным для нас, идеальным состоянием. И это важно для продолжающихся клинических исследований. Итак, в заключение, хочу сказать, необходимо оценивать, еще раз оценивать. Проводите клинические аудиты и клинические исследования. Проводите изменения и затем повторно оценивайте их эффект. Посмотрите, пожалуйста, дисциплины в отношении прописанных адаптированных протоколов, которые очень полезны. Я показывала, что делается в Африке только за счет применения винкримстин для того, чтобы улучшить постхирургическое ведение пациентов. Они в два раза, простите, увеличили выживаемость только за счет этих мер. Смотрите на клинические исследования. Опять же, клинические аудиты, клинические исследования. И еще раз повторяю это слово
сотрудничество на всех уровнях, междисциплинарное, межклиники, внутри клиники, международное сотрудничество. И так я хотела бы всех поблагодарить организаторов за замечательные мероприятия. Я много что узнал. У меня теперь прекрасная будет память, у меня были замечательные общения, мне понравилась Москва. И мы вас призываем вступать в СИОП, международную организацию СИОП, международную организацию общества детской онкологии. И, конечно, мы вместе, соединив наши усилия, можем добиться больших изменений. Поэтому мы вас приглашаем на следующее заседание СИОП Азия в следующие годы. Спасибо.